Дорогие мои друзья, я познакомлю вас с нашей замечательной сестрой, соотечественницей Асият Пазовой. Я студентка Северо-Кавказского института РАНХИКС при президенте Российской Федерации. Очень приятно. Замечательный проект, и я знаю, что ты возглавляешь вот это направление. Я бы хотел, чтобы ты более подробно поговорила бы о том, что это было и что это за проект. Обучаясь на втором курсе, я уловила себя на мысли того, что в ВУЗе нас обучают многому, но именно отстаивать свою позицию этому на лекциях, на семинарах нас не учат. И мне пришло в голову создать такой проект, как дебатный клуб Академии. После чего на третьем курсе я организовала данный проект, создала дебатный клуб «Полемика» нашего института. Мы проводим заседания еженедельно, на которых мы учим студентов красиво говорить, красиво отстаивать свою позицию, вести определенные переговоры. И после чего мы проводим дебаты, уже на практике применяя все эти качества. С нашей командой мы были победителями дебатов, которые проводил Пятигорский государственный университет, Brainstorming, их дебатный клуб. Мы выиграли данный турнир, и у нас уже была своя площадка на международном форуме «Северный Кавказ. Пространственное развитие. Человеческий капитал». Мы также сделали площадку дебатов, это у нас была пилотная площадка, где мы опробовали данный формат. После чего мне поступило предложение от отдела профориентации и карьеры провести дебатный турнир для школьников в академии у нас. Замечательно. Где мы с ребятами подготовили для них и уже были не участниками, а организаторами и вожатыми. То есть мы попытались передать свои знания, умения школьникам, чтобы они понимали в будущем, чего они хотят, нравится ли им публичные выступления, насколько красиво и хорошо они могут отстоять свою позицию. Ведь главной сутью дебатов и является красиво отстоять свою позицию. Прежде чем попасть на такого рода дебатные игры, они каким-то образом готовятся в своих школах, колледжах? Да, мы полностью отправили информационные письма с темами дебатов, с правилами дебатов, с количеством участников заранее школам, и они были уже к этому подготовлены. Единственное, что они не знали, где, на каком из этапов будет тема и какую точку зрения они будут отстаивать. Это все уже решалось здесь. Какое количество школ и примерно сколько лет этот проект развивается, и какое количество школ принял участие вот в этом? Дебатный турнир проводили первый раз, в принципе, на Ставропольском крае. До этого дебатов для школьников никто не проводил. Вообще на Северном Кавказе никто не проводил? Северный Кавказ мы не рассматривали, но Ставропольский край является, мы, так скажем, первооткрыватели дебатного турнира для школьников. Замечательно. У нас произошел охват 8 школ, то есть это 80 человек приняли участие в сегодняшних наших дебатах.